Не зря волонтеры выбрали именно Черкесский музей для проведения данной экспедиции, ведь 43 года назад человек-легенда Сорно Моллон вдохновил население Татты на народное движение, в результате которого за короткий срок был построен музей под открытым небом. И именно он является одним из основателей отделения общества охраны памятников истории и культуры в нашей республике. Волонтеры, а их порядка около 30 человек, люди разного возраста, разных профессий, объединенные этим движением, порывом созидать и творить добро, желающие прикоснуться к истории предков. Мы то последнее поколение, которое еще видим в Валасах, проезжая по дорогам, да, сельским дорогам, видим старые тёхи, старые сайлыки, которые уже в таком состоянии совсем, да, они умирающие, наверное, объекты, теряющие свою ценность объекты. И вот если мы не будем этим заниматься, то нашим детям и нашим внукам уже нечего будет показывать. По первому впечатлению, юрта изнутри и снаружи казалась без больших видимых повреждений. Нужно было поменять лишь несколько бревен западной стены. Но когда сняли внешний глиняный слой, то выяснилось, что все бревна превратились в труху. Вот-вот юрта просто-напросто бы осыпалась. Вследствие данного факта почти все бревна стен заменят, также облагородит дверь, а вот потолок останется нетронутым. Реставрация – это процесс очень такой интересный и, можно сказать, интеллектуальный. Вот поэтому нужно соблюдать старинные рецепты, старинные, значит, какие-то навыки. Георгий Петрович по папиной линии потомок Егора Кулаковского, Тойгурюк-Джигырь, с маминой стороны родственник знатного богатого рода Слепцовых. Счастлив, что он здесь находит нити истории своей семьи. Волонтеры хотят, чтобы музей дышал, чтобы здесь воссоздавалась та прошлых веков жизнь и перекликалась с нашей. Здесь целая кузня, да? Есть кузница вот здесь. А почему бы здесь не собирать кузнецов? Он мог приехать в Мандарусом, да, показать мастер-классы там, да, и чтобы кузнецы здесь собирались, чтобы вот на этой территории возникло новое какое-то дыхание, современное дыхание, когда вот эта территория чтобы жила. Я думаю, Дмитрий Николаевич, он и хотел этого, чтобы здесь были люди, чтобы это двигалось, чтобы это дышало там, да. Волонтеры экспедиции планируют и в последующие годы, радуя то, что уже появляются последователи. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Татинский улус.